Көрмәгән кешеләргә хәерле кич, күргән кешеләргә хәерле кич тагын бер тапкыр. В общем, у нас есть сообщество, многие из вас знают, называется «Татарча Силяшик». У нас жесткий ценз на татарский язык с целью сохранения культуры. Мы общаемся только на татарском языке там. У нас 3 направления на данный момент. Это разговорный клуб, книжный клуб и киноклуб в партнерстве. Я вас всех туда приглашаю, и поскольку у нас есть положительный опыт возникновения активных участников в группе через личные контакты, когда я как создатель, основатель подхожу к ребятам и добавляю их, я вот не удивляйтесь, если я к вам в 3-й, в 5-й раз подойду и скажу, давайте добавляйтесь. Вот, чтобы я от вас отстал, надо просто добавиться и все. Мы стараемся проводить такие классные мероприятия, на которых, соответственно, общение преимущественно идет на татарском языке. Вот помимо вышеперечисленных проектов, мы также проводили ифтары. В этом году постарались взять такую высокую планку, сделать самые такие запоминающиеся ифтары, которые мы назвали VIP. Они проходили в Останкинской телебашне, на самом верху в ресторане Москва-Сити на 90-м этаже, а также в мишленовском ресторане «Шефс» на берегу Москвы-реки. Кто не попал в этом году, у вас есть прекрасная возможность целых 11 месяцев, даже немного больше, чтобы подучить татарский, чтобы попасть к нам в следующем году. Вот. А также у нас примерно через месяц, в районе 26 апреля, будут татарские шашлыки, посвященные такому неофициальному дню татарского языка. 26 апреля это день рождения Габдуллы Тука, и принято считать, что это такой еще и день рождения татарского языка. Мы его ежегодно празднуем. В городе Москва в пешей доступности от метро собираются татарская молодежь, татарские песни на природе. Так вот мы еще и открываем, ну, помимо того, что отдаем дань уважения нашему великому поэту, открываем такой цикл летних встреч на природе. Будем рады вас всех там видеть. Кто знает язык на таком очень базовом уровне, не стесняйтесь, тоже добавляйтесь к нам. У нас есть участники, которые вот во время взаимодействия с нами подтянули хорошо язык. А кто знает прям уж совсем плохо, есть совершенно бесплатные курсы от Альбины Валеевой в ТКЦ и от Рузели из МГУ. Вот, я вам обязательно контакты их отправлю. И наша группа, она полностью некоммерческая, все мероприятия абсолютно бесплатные для всех, поэтому присоединяйтесь. Самое главное, чтобы вы говорили на татарском языке, потому что это самая основа культуры, и вот именно от вас, от каждого из вас в частности, зависит то, насколько качественно, как Рустам Фаидович сказал, мы сможем сохранить эту культуру и передать ее дальше через поколение. Добавляйтесь. Үзара татарча гына сөйләшәбез. Менә безнең максат, нигә без монда җыелышабыз? Татар җырларын җырлыйбыз, татар телен сакларга. Менә бүген бик жараткан безнең баянист Рифкат телефоннарын алыгыз, туйларга чакырырсыз. Барысы бер үзара танышыгыз. Менә ничек татар телен сакларга, шуны сөйләшегез үзара. Ну менә монда ифтарлар турында инде, да. Менә, во-первых, сезгә бик зур рәхмәт. Менә кем 100 сум, кем 150 сум, барсы да кем азрак күбрәк. Барсы да без акча җыябыз сездән инде. Студентлардан барбар без акча җыябыз. Нигә без аны эшләйбез? Сезнең шундый теге җыя торган акча, благотворительность, духовность булсын ул. Вот. Ну менә тиз генә сезгә әйтеп, беренче ифтарны без булдык Казанда. Туган авылда, значит, беренче көнне, и шунда безнең инде Талгат Таҗетдин килде, соңарак. И менә без өчәүләп кич буе аның белән сөйләшеп утырдык. Ну без булай да таныш, булай да дуслар, ул штаб белән безнең инде дус, монда да булган бар. А менә шул белән сөйләшеп утырып аның белән 3 сәгать әле андый булмайды. Вот. Шул беренче көн шунда булды, икенче көнне мин значит, туган авылга барып, туганнарны җыеп, бөтен җәнәшә тирәдән хәзрәтләрне җыеп, шундый җыелыш ясадык без. 65 кеше, потому что минем бабай хәзрәт е, шәкерт е, шуңар инде без теге мусульманство инде без җаваплык бар шул авылларга. Икенче көнне шунда булды. Ондан соң без студентлар белән, сезнең белән якшәмбе җыелдык 3 тапкыр. Менә Альбир хәзрәт менә монда на Крутицкий переулокта без җыйдык Московская область. Тюркский халыкларны без генә җыябыз. Бүтән тюркский халыкларны бер кеше җыймай. Менә без анда җыйдык 2 тапкыр тюркский халыкларны, башкортларны, безнең клубларны инде.
Ondan sonra biz Kozan'da mine jiddik iftar mine şunday koyla koyda солдаттар улеп кеткен indi, да, мine это вдовы, это родители, потерявшие бойцов. Вот такой ифтар мы делали в Казани. Такие встречи мы в прошлом году проводили уже 3. Нынче в феврале провели, и вот ифтар провели. Сейчас 60-70 семей мы собираем. Это люди, которые потеряли своих там сыновей. Кто-то добровольцем был, кто-то в армии был, кто-то из мест заключения. Да? Поэтому вот эти родители собираются, между собой общаются, группы создают, им это очень нужно. И как-то им мы хотим дать понять, что их дети погибли не зря, что мы их будем помнить и заботиться об этих семьях. Вот если у вас есть знакомые в подъезде, родственники или друзья потеряли бойцов СВО, вот тоже к ним уже отдельно отнеситесь. Вот такой ифтар у нас был. Потом, значит, у нас Гульнара провела 2 ифтара с нашими ветеранами-активистами. Вот, 2 раза собирала она. Значит, потом мы нынче уже по традиции провели ифтар чисто нижегородской молодежи. Вот, знаете, да, у нас есть группа нижегородской молодежи, Нижгар называется, подпишитесь. 1200 человек там всего несколько человек, которым 18 лет, все остальные школьники. Вот. Потом мы собрали дважды аксакалов, наших ветеранов, и все-таки вот в палатке, значит, на Поклонной горе вот нас всегда приглашают. Я в те года, может, больше был, нынче вот 10 раз был там, я и с башкирами, и с Мордовия, и с другими народами, значит, ну, в прошлом году у нас было 16 ифтаров, вот нынче такая цифра не очень такая, 13 у нас. Ну, главное, что мы сделали, я считаю, главное, вот то, что мы перед ифтаром задолго мы проводили разъяснительную работу. Мы провели 6 вечеров, на многих вы были, вот что впереди пост, что такое пост, в чем его суть, в чем его смысл, какие должны быть намерения, какие должны быть разговоры, о чем надо думать. И как-то вот насчет поста мы 6 мероприятий провели, помните, да, вот. И поэтому я считаю, что благодаря вот этим мероприятиям многие, кто сомневался, держать пост, не держать пост, как там они, значит, ну, в районе 200-250 человек у нас каждый год начинают держать пост, и в районе 200-250 человек начинают читать намаз через нашу организацию. У нас это мусульманская организация, вот такая. И вот тюркские народы в Москве только мы собираем. У нас все организации, все с Башкирии. Вот даже ваша группа, как называется? Татаро-башкирские студенты, да. И вот во время переписи населения к нам было очень много претензий, потому что начались какие-то там непонятные настроения. Но мы считаем, что башкиры наши братья. Вот нас с таким удовольствием они пригласили в палатки, мы были. Значит, все руководство нас знают. Вот по ифтарам я перед вами, так сказать, отчитываюсь, то, что все-таки и вы тоже многие деньги сдали, некоторые сдавали по несколько раз. Вот, мы так себе, вот практически все ифтары мы за счет этих сумм провели. Вот особенно вот дорогостоящие ифтары у Альбир Хазрята, это, значит, по 100 тысяч они стоили. Мы тоже все это собрали. Вот последний раз, кто был на ифтаре? Александр был там, по-моему, даже кушали в 2 смены, да? Да, там было 150 человек вместо 100. Мне сказали, было вместо 150 200, я не знаю. Ну вот, может быть. Новости вам быстренько расскажу. Ну, вы знаете, да, Александр, это внебрачный сын этого Бедроса Киркорова. Киркорова, все вы знаете, к нам приходил. И вот у нас трагическая дата, 18 числа, исполнилось год, как нет с нами Бедроса Киркорова. Вот многие здесь были, с ним вместе Катюшу пели, Алешу пели. Вот, год прошел, и уже его нет, да. Так что вот Александр съездили на кладбище, годовщина 18-го. Поэтому уж Александр, крепись, от нас привет, наверное, Бедросу передал. Всех вас приглашаем мы 4 числа. Электричка приходит, от электрички рядом, на станции метро Домодедово, очень интересный рынок. Вещевой, продовольственный, да. И вот оттуда пешочком ДК «Мир». Очень вас приглашаем на это, значит, мероприятие. Там будет уникальный концерт татарский, там будет чаепитие, там будут мастер-классы в коридоре. Ну, очень понравится вам. Поэтому всех вас ждем в Домодедово 4 числа в 2 часа. 2 мероприятия бывают, которые проводят полпредства. Это встреча с президентом на Ленинградском проспекте и Харякат. Вот встреча с президентом, когда бывает на Ленинградском проспекте, вот зарегистрируйтесь все, и друзей туда зарегистрируйте. Потом, после этого мероприятия, после встречи с Раисом, мы все дружно куда идем? Сюда. В штаб. И здесь бывает негде не сидеть.
стоять. Поэтому обязательно зарегистрируйтесь. Очень вообще на мероприятии полпредства там, или Асадулаева, или где-то проявляйте активность, везде участвуйте, мы всегда вас на это настраиваем. Жоңа кішілер келген, бүтінсе телефонларды алыңыз, оралашыңыз, міне нешік тотар тілін соқларға, міне нешік тотар тілін бұл Мәскеуде соқларға, міне өз ора шуны сөйләшегіз, міне кімге тотар тілін керек, міне кімге керек ол? Ол бит бізге керек, шулай бит инде. Вот, нинди матур тел, нинди матур жырлар. Шуны бит безгә сакларга кирәк, киләсе буыннарга тапшырырга кирәк. Менә без монда җыелабыз, татарлар үзара аралашырга, бер-безгә бербез булышырга, бу зур шәһәрдә инде татарлар бергә булып инде. Менә сез уйлагыз, Мәскәүнең центр үзәгендә без җыелабыз, кич буе татар җырларын җырлайбыз. Барма шундый тагын Мәскәүдә җир.